Дополнительный интерес этому поединку придает тот факт, что Ратмир Киволожуков сам попросил этот поединок. Он обратился к матчмейкерам бойцовского клуба «Ахмат» и заявил, что считает Апти Биморзаева очень зрелищным ударником и также думает, что на двоих они покажут зрелищный поединок. Вот такое вот интересное предложение было со стороны Ратмира. Ну и, конечно же, матчмейкеры лиги удовлетворили его запрос. И вот сегодня он здесь, в Грозном Колизее. Да, видел также работы Апти Биморзаева, как и вы, Асламбек, в тренировочном процессе. Действительно, долгое время протренировался этот парень в Минске, в известнейшей школе на весь мир тайского бокса ИК-1 Андрея Сергеевича Гридина, тренера как раз и Забита Самедова, и многих других очень известных прекрасных бойцов, в том числе и Романа Крикли, Алима Набиева, Чингиза Аллазова. Можно продолжать нашего друга. Вообще очень серьезная там плеяда была. Ну и в том числе Писецкий Дмитрий, который является также одним из первых тренеров Забита Самедова. Он выходит из школы Андрея Сергеевича Гридина. Вот этот, вот, пожалуйста, вот это то, о чем мы говорили, да, защита проходов. Здорово. Какой же устойчивый боец Апти. Какое контрдействие прекрасное сейчас исполнял Апти Биморзаев. Причем у него действительно ударная техника на очень высоком уровне. Тайский бокс с миксом K1. Классные ноги. Манера. Левый бокал, кстати, именно шатает. Да, попал слева Апти Биморзаев. Да. Поджимает он соперника в клетке. И вот сейчас теряет как раз он равновесие и переводит в партер. Ну, буквально несколько секунд. И сам сейчас сваливает его как раз оппонент Апти Биморзаев, Ратмир Киволожуков, и пытался сейчас он надеть ему треугольник таким образом, затягивая, как грэпплеры иногда делают. Но здесь, конечно, по уровню мастерства было исполнено, по-моему, на очень невысоком уровне, мягко сказать. Да, этой стихии, возможно, Ратмир чувствует себя комфортнее, но здесь работать снизу. Да, вот, пожалуйста, снова затаскивает он в партер оппонента, но, как вы отметили, не видно каких-то решительных действий. И добивающий удар справа от Апти. Хороший, жесткий тоннажный удар. Здесь, как мне думается, нужно раскачивать, опять же, и разбивать защиту. Это использовать удары чаще из двух рук. И при этом, естественно, контролируя своего оппонента, не давая ему сместиться. Заканчивается первая половина стартового раунда в этом поединке. Уважаемые друзья, отметим, все четыре предыдущих боя завершились досрочно в первом раунде. Но есть предчувствие, что этот не завершится в первом раунде, Максим. Потому что все-таки очень опытный боец Ратмир, очень стойкий. Бывал в настоящих бойцовских войнах, битвах. Встречался, двойка какая точная. Знаете, очень размашистая. И поэтому она не возымела эффекта того, который, на самом деле, подобная двойка, если она точно прилетает, может иметь. Такие тягучие удары. Да, и размашисто очень. Такие удары чаще всего не имеют должного эффекта и серьезного. А вот здесь, смотрите, какие жесткие удары и точные. Вот как раз они, знаете, по амплитуде короче намного. И скорость стартовая их также имеет более серьезные показатели, потому что здесь простые законы физики. Размахиваясь, человек не может нанести более быстро и в коридоре, так называемый есть термин, узко нужно ударить. Для того, чтобы зацепить соперника и развить свой успех. Не желает Апти идти в партер, приглашал его туда Ратмир. Правильно делает, наверное, потому что не стоит рисковать. Чувствует себя комфортно именно в стойке Апти. Это его стихия. Выглядит уверенно, собранно. Да, здорово подел сейчас левше под левый мидл по печени. Снова меняется. Целенаправленно возвращается, да, в кошель. Как вы говорите, Максим, не забываю именно о вашем высказывании. Если ты поменял стойку, то обязательно нужно выбрасывать удары. Да, ты работать должен. Это законы, которые уже до нас всех придуманы. И лучшие тренеры мира говорят об этом тысячелетия.
Вот вроде все делает правильно. Ратмир Тиважуков и ударами скрывает проходы, и просто проходит без ударов. Но где-то вот физических сил, вот именно физических кондиций не хватает. Ему мощи вот этой. Вот вроде правильно входит, но он не может вот перевести, завершить то, что он начал. А данные при этом прекрасные у обоих спортсменов. Тем более для этой весовой категории. Да. Здесь есть чем похвастаться в хорошем смысле. 1,82 м рост Ратмира Тиважукова, уважаемые друзья. Очень тонкий психолог. Он знает, очень маститый тренер по грэпплингу. И человек, который действительно обучает парней из клуба Ахмат именно штукам, таким нюансам партерной работы. Ну и, естественно, Сайхан Жамалдинов, заслуженный тренер России по кикбоксу. Его ученики, братья Паскаева. Это уже знак качества. Все трое его парни, его подопечные. В том числе и заслуженный мастер спорта Умар Паскаев. Мастер спорта именно класса Бувайсар. Чемпион мира Бувайсар Паскаев. И младший Хамид Паскаев, по-моему, еще мастер спорта страны. Но впереди у него также, как мне кажется, ждут его высочайшие достижения. Ну и возвращаясь к поединку. Здесь на дистанции идет работа в ударной технике. И левый джеб есть точный и жесткий со стороны Аптиби Марзаева. Поменял. И тут же в левшу становится Апти. Готовит мидл, напрашивается. Да, но в левше у него пока идет работа только с мидл кика с левой ноги в область печени, правого нижнего подреберья. Нет каких-то других заготовок. Вот один раз пробил левый на скачке. И точно зацепил, тогда немного потерял даже координацию и в легком состоянии грони находился. Сейчас снова, да, слева и есть справа. Не хочет идти в партер Апти. Сейчас очень здорово, правый апперкот с дистанции. Технично сейчас действует Апти и очень красиво. Когда вот термин употребляешь технично, это значит вот всегда синоним красиво. Потому что для зрителя особенно интересно видеть вот такие бои, которые действительно ярко проходят в возможностях, в мастерстве бойцов. Вот Аптиби Марзаев в течение сегодняшнего поединка для нас всех это демонстрирует. Полное превосходство Аптиби Марзаева мы видим в этом поединке, в частности в этом раунде, особенно во второй пятиминутке. В стойке нечего предложить Ратмиру, к сожалению, для него. Своему правый апперкот, здорово, дистанция через руку. Получилось этот удар не настолько тоннажный, но при этом очень красиво исполнен. С амплитудой, ярко. Левый мидл в ответ на контр выпаде в ударной технике. Еще раз туда же запускает в область правой нижней подреберья. Туда же пробил печень он. Пробил и почувствовал это. Апти хочет доработать в область печени этот поединок, закончить нокаутом. А сильно, конечно, пропустил этот жизненно важный орган под названием печень. Ратмир очень тяжело пропустил туда. И терпит на морально-волевых. Держится Ратмир. Посмотрите, как сгинает его. Невозможность продолжать поединок полноценно. Где-то он даже не может себя контролировать всецело. Ну, напропускался, конечно. Напропускался именно в область живота. Тяжело, конечно. Он дышит, кстати, его сейчас просто во всех отношениях сгибает. Насколько? Две половинки. И вот пытается каким-то образом отреваншировать вот целую стадию этого раунда. Огромное количество пропущенных ударов на себе. Естественно, хочется, потому что этот парень с духом бойца, Ратмир Тиважуков. Ну и здесь, смотрите, Ашот Ашугян останавливает поединок. И правильно это делает, потому что рядом совсем был как раз Аптиби Марзаев для того, чтобы
остановил бой через 3 минуты и 26 секунд второго раунда. Техническим нокаутом победу одержал Абти Бимарзаев делает свой рекорд 7-1. Здорово, поздравляем. Идем дальше, сейчас у нас студия. Рамзан Делвейсова. Ахмат Сила. Ахмат Сила, сказал чемпион Абти Бимарзаев. Садись, ножку. Чечня с тобой. Дорогие друзья,